Далее наш эфир продолжит программа «В рабочий полдень». Ее героем на этот раз стал президент компании «Алроса» Андрей Жарков. Автор и ведущий Найля Аскерзаде. Он рассказал, как находят камни, сколько лет еще будут добывать алмазы в России, а также что будет с государственным пакетом акций компании. Вот они, алмазы России. При виде такого количества драгоценностей испытываешь гордость, что это происходит не где-нибудь, а в нашей стране. О том, как дальше будет развиваться добыча алмазов в России и почему бриллианты – лучшие друзья девушек, узнаем у президента компании «Алроса» Андрея Жаркова. Здравствуйте. Здравствуйте. Также смотрите сегодня в программе. А у вас глаз алмаз? У меня орлиный глаз. Андрей Жарков показал все алмазы Якутии. И насколько потянет вот этот камень? 58 тысяч долларов. Раскрыл тонкости их добычи. Через 10 секунд произойдет взрыв. И дал прогнозы на этот год. Он будет лучше. Об этом и не только он рассказал в свой рабочий полдень. То есть можно сказать, что мы ходим по алмазам? Конечно. Под нами 90 миллионов карат алмазов. Кладовая русских алмазов – Республика Саха-Якутия. Именно здесь сосредоточено 85% всех запасов этого минерала в России. Добычей алмазов занимается «Алроса» – крупнейшая компания не только нашей страны. На нее приходится каждый третий камень в мире. Добычу алмазов сложно назвать ювелирной работой, тем более, что извлекать их приходится из вечной мерзлоты. Сейчас идет подготовка, будет производиться взрыв. Предварительно вся техника и персонал удалены за пределы опасной зоны. Через 10 секунд произойдет взрыв. Но для того, чтобы разглядеть алмазы, спрятанные глубоко под землей, нужно взлететь высоко в небо. Проводится с воздуха съемка, целью которой является нахождение геомагнитных аномалий. То есть можно лететь на самолете и сразу понимать, есть ли здесь алмазы или нет? Ну, существуют специальные приборы, которые крепятся на самолетах, на летательных приборах. И путем съемки идет поиск геомагнитных аномалий, по которым уже выявляются рудные тела и аномалии, которые, по идее, могут содержать алмазы. А сколько алмазов находится сейчас под землей в России? В России, но ресурсная база компании оценивается на сегодняшний день в более чем 1 миллиард карат. Доказанные запасы составляют более 600 миллионов карат. И на сколько лет хватит? От 13 до 17 лет теми темпами добычи, которые мы сегодня ведем, должно хватить для компании. А что потом? Компания тратит значительные средства на поисковую геологоразведку для того, чтобы найти новые месторождения, чтобы обеспечить работу компании на следующие десятилетия. Поэтому мы развиваем новые проекты, и поэтому мы ведем не только геологоразведку в Российской Федерации, но и в Африке. В разработке у компании 11 кимберлитовых трубок и 16 рассыпных месторождений. На территории Якутии действует 4 горно-обогатительных комбината. Кроме этого, «Алроса» ведет добычу в Архангельской области и, как уже было сказано, в Африке. Компания является соучредителем горно-родного общества «Катока». Компания «Алроса» принадлежит пакет 33% акций. И, используя и политический ресурс, то есть те хорошие связи политические, которые были у России изначально с Анголой, ангольская сторона привлекла специалистов компании «Алроса» для поиска и разработки месторождений алмазов. Надо отдать должное, что 2 года назад с помощью наших специалистов в Анголе была найдена одна из крупнейших трубок за последние десятилетия, одно из крупнейших открытий. Местные компании не притесняют? Нет, местные компании не притесняют. Почему? Потому что в Анголе существует аналог компании «Алроса», компании «Индиама». Следующие проекты, в которых, если будет участвовать «Алроса», то, скорее всего, на паритетных началах с компанией «Индиама». А там добывать еще долго сможете? В целом, потенциал ресурсной базы Анголы и Африки очень большой. Мы ведем ведь не только деятельность в Анголе, но и в Ботсване, как раз связанную с геологоразведкой, с поиском новых месторождений. Но там как-то можно оценить объемы? Например, новая трубка Луаши, прогнозные запасы оцениваются в 350 миллионов карат. Мы стоим сейчас на карьере Бутобинской. Трубка Бутобинская, тут прогнозные запасы порядка 90 миллионов карат. То есть трубка Луаши
практически в 4 раза больше. Если обратиться к истории, то именно в Африке, в городе Кимберли, была обнаружена первая в мире кимберлитовая трубка. Отсюда и название. Существует несколько теорий происхождения алмазов. Самая известная предполагает, что уникальные камни зарождаются на гигантской глубине в 200 километров и при огромной температуре в 1000 с лишним градусов Цельсия. Ближе к поверхности их выносит магма во время вулканических взрывов. Именно так образуются кимберлитовые трубки – гигантские хранилища алмазов. По-настоящему это известковое отложение, осадочные породы. То есть здесь давным-давно было море. Находят даже древние остатки ракушечника, который свидетельствует, в общем-то, о том, что здесь было море. Находят даже остатки мамонтов. О том, что Якутия может оказаться сокровищницей драгоценных камней, геологи установили еще в XIX веке. Но активные поиски начались здесь уже в советские годы. В 1954-м у реки Далдын геолог Лариса Попугаева открыла первую в Советском Союзе кимберлитовую трубку «Зорница». С нее и началось развитие всей алмазодобывающей отрасли в стране. Много лет разыскивали сокровища недр наши геологи. И они были найдены бесценные якутские алмазы. Уже через год в Якутии нашли еще 15 драгоценных месторождений, а в 1957-м в городе Мирном был основан трест «Якут-Алмаз». Трудно поверить, что в этом жидком месиве таятся драгоценные камни. Оказывается, в каждом кубометре породы, в среднем на любом месторождении, содержится от 3 до 5 алмазных зерен. Наследницей Якут-Алмаза в 90-е стала Алроса. С карьера руда попадает сюда, на горно-обогатительную фабрику. Вот такая мельница измельчает руду, затем камни классифицируют по размеру. Вы можете представить, сколько труда затрачивается на то, чтобы из 1 тонны на этой фабрике добывается всего 4,5, там не более 5 карат. Из 1 тонны руды. А всего группа компаний добывает 38 миллионов, да, в этом году добудет 37. А цели на ближайшие годы какие? Мы должны выйти на объемы добычи порядка 41 миллионов карат. В этом году мы уже должны были добывать 39 миллионов карат. Что помешало? Ничего не помешало, просто в ответ на ту ситуацию, которую мы видим на рынке, мы решили просто не наращивать объемы добычи, для того, чтобы не наращивать запасы в итоге. А запасы свои планируете сокращать? По итогам этого года, да, по сравнению с теми результатами, которые были на конец 2015 года, произойдет снижение запасов. Насколько? Я думаю, что где-то в пределах 5-6%. Потому что спрос растет. Да, потому что увеличились объемы реализации. И куда реализуете? В какие страны? Основные центры алмазной торговли находятся в Бельгии, это Антверпен, в Израиле, это в Тель-Авиве, так называемый центр Рамадган, в Дубае, в Гонконге. А кто покупает? Какие страны? Даже реализуясь в Бельгии или в Дубае, основными покупателями являются индийские компании. Почему? Потому что сегодня практически 80% гранильного производства мирового сосредоточено в Индии. То есть фактически большинство бриллиантов, которые мы видим в украшениях, они производятся в Индии. А почему вы не изготавливаете ювелирные украшения? У нас есть свой ограночный комплекс, то есть мы производим бриллианты. Но ювелирные украшения, потому что у нас нет такой компетенции, у нас нет конкурентоспособного ювелирного производства, поэтому ювелирным производством на сегодняшний день мы не занимаемся. А когда добыча будет сокращаться, может быть, как раз повод заняться и чем-то еще? Уникальные компетенции компании «Алроса», они сосредоточены именно в области добычи. И в нашей стратегии сказано, что мы концентрируемся на добыче, на производстве алмазного сырья. Почему? Потому что там у нас неоспоримые конкурентные преимущества. А какой процент от реализации остается на внутреннем рынке? По итогам 2015 года то мы реализовали чуть более 10% объемов реализации на внутреннем рынке. Ну а в этом году эта цифра сократится, снизится? В этом году, я думаю, что объемы могут незначительно сократиться. Почему? Потому что с 1 сентября произошла отмена экспортной пошлины на алмазное сырье в объеме 6,5%, которая фактически являлась тоже инструментом поддержки российской гранильной промышленности. Поэтому спрос может снизиться. Путь алмаза из кимберлитовой трубки до стола ювелира долгий и сложный. И вот, наконец, мы попали в центр рассортировки и ручной разборки. Неужели мы наконец-таки увидим алмазы? Да, вот вы видите алмазы, которые были добыты на фабрике за 1,5 смены, за 1,5 дня фактически. И они разных цветов? Они разных цветов, и разного качества, и разной формы, как вы можете видеть. Есть идеальные октаэдры. Это кристаллы идеальной формы в виде октаэдра. Они имеют наибольший выход годного сырья с точки зрения производства из них бриллиантов, круглых бриллиантов. Вот, тут видите
разные, и плоские флетс, и обломки, и... А бриллианты какой формы самые дорогие? Ну, классические бриллианты считаются круглые, которые наиболее в цене. Вот. Хотя... Ну, вот эти крупнее. Да, это более крупные. Тоже, например, в виде октаэдра. Еще надо умудриться взять. Насколько потянет? Сложно сказать. Мы используем огромное количество классификаций. Порядка 8 тысяч классификаций. Поэтому это необходимо классифицировать, посмотреть. Но экспертиза в основном в Америке. В Америке экспертиза бриллиантов. У нас тоже есть, просто у нас разные системы классификации. Крупнейший рынок потребления бриллиантов все-таки Америка. Поэтому система, которую использует GIA, Gemological Institute Соединенных Штатов Америки, она является просто общепризнанной. Но со временем синтетические бриллианты могут потеснить натуральные? Ну, я думаю, нет, потому что мы над этим работаем. В прошлом году компания «Алроса» и еще 6 других крупных алмазодобывающих компаний специально объединились в ассоциацию производителей алмазного сырья, основной целью которой является видовой маркетинг. Не против синтетики, а за натуральные. А можно как-то оценить соотношение натуральных бриллиантов и искусственных сегодня? Ну, в настоящее время, если говорить об искусственных бриллиантах, которые используются для ювелирных целей, их объем составляет не более нескольких процентов в объеме всего рынка. Но эта цифра может вырасти в ближайшее время? Да, может, конечно. Конечно. Это тот продукт, который может найти своего покупателя, но наша цель как раз доказать покупателю, что натуральные бриллианты всегда будут в цене и всегда лучше, как все натуральное в жизни. Ваши специалисты могут отличить натуральные бриллианты от ненатуральных? Могут. Для этого требуется специальное оборудование, в том числе компания «Алроса» совместно с Государственным институтом ТИСНом начинает производить и сейчас уже произвела прототипы таких приборов. А так, эти приборы как раз призваны для того, чтобы идентифицировать синтетические бриллианты, бриллианты, которые были подвержены специальному облагораживанию от натуральных просто бриллиантов или вообще симулянты, то есть то, что не является бриллиантами, например, фианиты или муссониты. А у вас глаз алмаз? У меня орлиный глаз. Помогает в работе? Ну, наверное, конечно. Конечно. Каждый алмаз уникален. В мире нет двух идентичных камней. Прикасаться к ним нельзя. Алмаз настолько твердый, насколько и хрупкий. Поэтому берут его специальным пинцетом. Какого цвета алмазы вы добываете? Мы добываем классические, бесцветные алмазы и алмазы фантазийных цветов. То есть каких? Это могут быть и коричневые, и желтые. Попадаются, хотя реже, и розовые, и даже насыщенных розовых, там, близких к фиолетовым цветам. Они ценятся, конечно. Сейчас мода как раз на цветные бриллианты, голубые, розовые, потому что они являются более редкими, и поэтому их стоимость выше. Но добываются также и черные. Естественно, тоже их производство, вы знаете, что одно время была целая мода, и масса украшений изготавливалась с использованием черных бриллиантов. Но по-настоящему их, конечно, стоимость гораздо ниже, чем стоимость бесцветных бриллиантов. И где они используются? Они используются черные, они используются также и в ювелирной промышленности, они могут использоваться для технических целей. Ну, конечно, самые ценные камни прозрачные, без всяких примесей, но главное – размер. Последний раз в Якутии крупный экземпляр обнаружили буквально в мае. Его вес – 241 карат. Самый известный русский алмаз весом в 342,5 карата нашли в 1980 году в кимберлитовой трубке «Мир». И назван он был в честь 26-го съезда КПСС. Сейчас камень хранится в алмазном фонде Кремля. Во времена СССР имена алмазам выбирал председатель Совета министров Косыгин. И он один раз сильно рассердился, когда это сделали без него. А вот сейчас как происходит? Сейчас действует немного другая система. Имена выбирают не конкретным алмазом, а факту их извлечения. Обязанность это занимается этим специальная комиссия, которая работает в компании при президенте. И по обращению юридического или физического лица факту извлечения крупного уникального алмаза может быть присвоено имя. В сортировочном центре все камни раскладывают по мискам и кастрюлям. Стоимость, например, вот этой превышает $700 тысяч, а этой 3 миллиона. И таких кастрюль здесь как минимум штук 20. Если посчитать, то получается целое состояние. А почему здесь в основном работают женщины?
Потому что это очень напряженный труд, который требует повышенного внимания, усидчивости. И это то же самое, как работа с цифрами. Почему лучше бухгалтера женщины? Потому что это требует определенных навыков, усидчивости и внимания. Сотрудницы сортируют алмазы по размеру и весу. Сам центр напоминает лабораторию, и каждый, кто переступает ее порог, должен обязательно надеть халат. А бывало так, что алмазы пропадали? Нет, прямо за мою историю таких событий не случалось. То есть все честные сотрудники? Не только честные сотрудники. Или так работа поставлена? Во-первых, это и работа, это и безопасность, и режим. Вот. Ну и плюс ко всему, все сотрудники, которых вы видите, они работают, если вы наблюдаете, то обязательно присутствует контролер. Сотрудники работают настолько давно, они, во-первых, проходят проверку предварительно, перед тем, как поступить сюда на работу. Во-вторых, они уже давно работают с алмазным сырьем и не воспринимают его в том виде, в каком воспринимают его обыватели. То есть для них это обыденная, рутинная работа, ежедневная. Да. Они это не считают какими-то невозможными ценностями. А что для вас алмазы? Это для меня жизнь моя. Вот видите, для вас тоже алмазы уже стали жизнью? Конечно, конечно. Потому что большую часть своего времени я провожу на работе. Вот работа, которая связана в том числе с добычей, реализации алмазного сырья. Андрей Жарков возглавляет «Алросу» с апреля прошлого года. Сын дипломата, он родился в Женеве, окончил Московский лингвистический институт, а еще и получил экономическое образование. С самого начала его карьера была в некотором роде драгоценной. В Центральном банке он занимал должность главы отдела операций с драгметаллами. Работал в Норникеле, Русале. С 2010-го Андрей Жарков перешел в Гохран России. Там он в том числе занимался приобретением драгоценных камней для Госфонда, а параллельно возглавил совет директоров Смоленского кристалла, крупнейшего в стране гранильного предприятия. Компанией также не просто управлять, как и Белазом. Ну, Белазом чуть легче. Вы уже 1,5 года у руля. Чего удалось добиться за это время? 2015 год, несмотря на то, что он был непростой с точки зрения вообще ситуации на алмазном рынке, вот, компания прошла его очень достойно, благодаря взвешенной с бытовой политики. Мы сократили объемы продаж специально, чтобы стабилизировать ситуацию на алмазном рынке, но при этом нам удалось фактически получить рекордные показатели по очень многим параметрам. Мы начали работу по новому освоению новых месторождений в Верхнемунскому и трубке «Заря». Мы выполнили все работы, связанные со строительством наших подземных рудников. Одним словом, мы прошли достаточно удачно, я считаю, 2015 год. Компания продолжает генерировать доход. За первое полугодие 2016 года консолидированная выручка прибавила 42%. По итогам 2015 года группа продемонстрировала рекордные показатели операционной рентабельности и вышла на первое место в отрасли по показателю EBITDA в размере 53%. Своим акционерам «Алроса» перечислит половину чистой прибыли, более 15 миллиардов рублей. Этот год тоже будет удачным? Он будет лучше, чем 2015. Если говорить о полугодовых результатах, которые уже были опубликованы нами, результаты по чистой прибыли превышают общие результаты того года уже в несколько раз. То есть чистая прибыль за полгода составила там порядка 80 миллиардов рублей. А по году какую чистую прибыль ожидаете? Она будет, я думаю, что в 2-3 раза выше прошлого года, то есть, кратно выше, скажем так. Есть много факторов, от которых мы зависим. И акционеров также будете радовать высокими дивидендами? Все зависит от решения акционера. Да, по итогам 2015 года мы заплатили 50% от чистой прибыли. То есть тут в данном случае все зависит от акционера. Если будет принято решение, то компания будет способна, потому что чистый денежный поток позволяет, в общем-то, заплатить дивиденды в том же объеме, как и в том году, я имею в виду 50%. То есть вы не исключаете такой вариант, что дивидендам? Это решение акционера, но мы не исключаем. Наши основные цели и задачи – это радовать наших акционеров. Плюс мы значительно несем расходы по социальным программам. В 2015 году порядка 11 миллиардов рублей было направлено нам на разного рода социальные программы. Культуру, здоровье, спорт. Вот. Поэтому, естественно, финансовые показатели компании, они являются ключевыми. Плюс, опять же, вернемся к капитализации компании. Наконец, 2015 года капитализация компании достигла 412 миллиардов рублей. Это при том, что при размещении в 2013 году компания была оценена где-то порядка 250 миллиардов рублей.
то сейчас уже капитализация компании около 500 миллиардов. Это карьер Нюрбинский. Алмазы здесь уникальны по своим ювелирным качествам. Работы идут уже на глубине 310 метров. Чтобы спуститься вниз, с той точки, где мы стоим, надо проехать 6 километров по кругу. Оттуда большегрузные самосвалы производят экскавацию породы наверх и отвозят ее на обогатительную фабрику. Вы говорили о том, что ожидаете рост показателей в этом году, но это ведь связано с тем, что вы ожидаете и рост спроса? Да, бесспорно. А почему спрос растет? В первую очередь, наверное, были заниженные оценки в прошлом году. Мы видели достаточно серьезное сокращение спроса в прошлом году. В начале прошлого года были накоплены чрезмерные запасы в среднем сегменте, то есть это в переработке бриллиантов, которые в течение года достаточно хорошо реализовывались. И к концу года уже образовался определенный дефицит алмазного сырья. И, наверное, с этим в первую очередь связан тот повышенный спрос, который мы видим в первой половине текущего года. Поэтому, да, мы ожидаем хорошие показатели в результате увеличения объемов реализации. А по итогам года как может вырасти спрос, если сравнивать с годом прошлым? Если в том году мы реализовали 30 миллионов карат, то в этом году мы ожидаем, что объем реализации составит где-то приблизительно 37 миллионов карат. Если говорить о выручке, то в прошлом году мы реализовали алмазного сырья на сумму чуть более 3,5 миллиардов рублей. В этом году мы, думаю, что прирост будет порядка 15%. А что вы ожидаете от цен? Цены расти будут или вот понижательный тренд какое-то время будет сохраняться? Изначально при формировании бюджета этого года мы закладывали даже некое снижение, порядка 5-6% цен на алмазное сырье в этом году. Сейчас я думаю, что, наверное, такого снижения не потребуется. То есть по итогам года? По итогам года я не думаю, что будет рост цен, но я думаю, что цены в среднем опустятся, может быть, на 2-3%. И какая сейчас средняя цена? Средняя цена за карат? Но если говорить о всем срезе алмазного сырья, который мы реализуем, то средняя цена колеблется порядка $120 за карат. До этого цены на алмазы снижались, а на ювелирные украшения только растут. Почему? Ювелирные украшения, которые реализуются крупными компаниями, брендами, стоимость бренда, она гораздо выше, чем те затраты, которые несут эти компании на бриллианты, которые они приобретают и на изготовление этих ювелирных украшений. Поэтому они тратят несопоставимо большие деньги на продвижение бренда, на маркетинг. Поэтому они никогда не дисконтируют цены на свои ювелирные украшения. Ювелирные украшения попроще, на них цены могут меняться от года к году, в зависимости от стоимости бриллиантов и драгоценных металлов, которые используются при изготовлении. Напоминает ситуацию на энергорынке. Цены на нефть снижаются, а бензин только растет. И вообще несправедливо по отношению к мужчинам, которые вынуждены тратить огромные суммы. Исторически бриллианты были всегда и хорошим средством для инвестиций. Стоимость бриллиантов практически никогда не падала. Это только последние годы наметились такие тенденции. Хотя существует целый ряд бриллиантов, которые по-прежнему от года к году только прибавляют в цене. Но это достаточно редкие уникальные камни. Либо особо крупные, либо камни, которые так называемые фэнси, то есть оригинальных цветов, голубые, розовые. Они сейчас прибавляют от года к году в цене, в стоимости. И теперь самое время вернуться в центр сортировки. После того, как алмазы разделят по размеру, форме, цвету и весу, наступает самый ответственный момент – определить их стоимость. И насколько потянет вот этот камень? $58 тысяч. Это примерно сколько карат? Он чуть свыше 10 карат. Почему Россия лидер по добыче, но вот доводить камни до ума так и не научились? Почему наша ограночная отрасль пока отстает? Эта отрасль вообще в мире высококонкурентная, да, и конкуренция со стороны индийской промышленности, китайской промышленности в силу стоимости рабочего труда, в силу вообще ресурса, человеческого ресурса, то есть огромного количества рабочей силы и исторических навыков, которыми обладают индусы по огранке камней, она делает эту отрасль в Индии высококонкурентной. То есть наши ювелирные компании не смогут конкурировать с мировыми брендами? Российская огранка всегда славилась очень высоким качеством. Почему? Потому что она всегда делалась по классическим канонам. Это и правильная симметрия, это и высокое качество самой огранки.
Мы конкурентоспособны, скажем, в определенных категориях, то есть мы способны только в определенных размерах. Но, конечно же, мелкоразмерное сырье гранить в Российской Федерации практически нерентабельно. А с какими мировыми брендами вы сотрудничаете сейчас? Мы работаем и с американскими крупными ювелирными компаниями, такими как Tiffany, Signet. У нас есть клиенты, крупные ювелирные компании из Китая. Это крупные сети, такие как Chow Tai Fook. И, конечно же, большое количество индийских компаний, которые в настоящее время тоже являются вертикально интегрированными, то есть они занимаются не только обработкой, но и производством ювелирных украшений и их продажей. Для того, чтобы понять, насколько это тонкая работа, превратить алмаз в бриллиант, отправимся в Центр обработки алмазов в Москве. Здесь будущее камня узнают при помощи компьютера. Используя трехмерную модель, специалист принимает решение, сколько бриллиантов выйдет из конкретного алмаза и какой формы. К примеру, из минерала почти в 180 карат получилось 2. Вот это один из них, бриллиант в 16 карат. Но все-таки большую часть сырья «Алроса» отправляет за рубеж. Сейчас у компании заключено более полусотни долгосрочных контрактов. Новый проект – площадка по торговле драгоценными камнями во Владивостоке. Ее создание еще в самом начале. И в частности, вы будете сотрудничать с партнерами из Индии. Да, одна из компаний, компания KGK, это крупная индийская группа, вертикально интегрированная, у которой есть и переработка своя, то есть производство бриллиантов, и производство ювелирных украшений, и в том числе сети по продаже ювелирных украшений, изъявила желание, она уже работает в Российской Федерации, у нее в настоящее время работают предприятия на территории Москвы и на территории Якутии. Она изъявила желание открыть также предприятие во Владивостоке, на площадке Евразийского алмазного центра с целью производства бриллиантов и, возможно, ювелирной продукции и последующей ее реализации. Что они получат? От нас они получат сырье. Все, что то есть у них какой-то привилегированный доступ будет к вашему сырью? Нет, то есть они смогут не участвовать в аукционах на каких-то особых условиях? Нет, никаких особых условий не идет. Просто это наш крупный клиент, который, да, действительно, открыв производство в Российской Федерации, очевидно, сможет увеличить объемы сырья, которые они приобретают. Компания KGK уже работает на территории Российской Федерации 2 предприятия. Возможно, что одно из предприятий просто будет переведено, скажем, там, из Москвы в Владивосток. То есть, это уже их решение. Во Владивостоке уже прошел первый аукцион? Да, прошел. Какие результаты? Кто покупатель? Результаты отличные. Практически все сырье и бриллианты, которые выставлялись на аукцион в Владивостоке, были реализованы с хорошим превышением цены. Мы результатами удовлетворены. Такие аукционы станут постоянными. Сколько камней было продано? Сумма там, по-моему, более 20 миллионов долларов. А кто покупатель? Покупатели разные компании, израильские компании, индийские компании, китайские компании, то есть разные компании, наши клиенты. СМИ писали про бизнесмена Леваева. В том числе, да, компания, которая принадлежит Льву Анваровичу. А вы планируете с зарубежными партнерами заключать контракты в рублях? У нас на сегодняшний момент в контрактах с нашими покупателями предусмотрена возможность расчета в рублях. То есть все равно база цены на алмазное сырье, даже прескурант в Российской Федерации, базовые цены этого прескуранта, они учитываются в долларах США. Но расчеты в рублях, такая опция по контрактам с нашими клиентами предусмотрена. Чистый долг компании будет снижаться? Да, это одна из наших целевых задач. В этом году мы уже погасили кредит в 350 миллионов долларов. В следующем году нам предстоит погашение $1 миллиард долларов. Из этого кредита часть, а именно 720 миллионов, кредит Альфа-банка был нами продлен, то есть он был пролонгирован. 350 миллионов долларов, 370 миллионов долларов, они, возможно, будут даже погашены в этом году досрочно. То есть каким может быть чистый долг на конец этого года? На конец этого года, если произойдет досрочное погашение, чистый долг составит где-то порядка 2,5 миллиардов, даже чуть меньше. 2 миллиарда 450 миллионов. И в следующем году вы также планируете сокращать постепенно долг? В следующем году тот кредит, о котором я упомянул, в 720 миллионов долларов, он будет пролонгирован. То есть мы в этом году видим возможность досрочного погашения части кредита, который истекает в следующем году.
Вот, поэтому тот оставшийся кредит будет, скорее всего, пролонгирован. То есть он уже пролонгирован. Такое дополнительное соглашение, наверное, уже подписано с Альфа-банком. В этом году якутские алмазы вновь вышли на биржу. Госпакет 10,9% ценных бумаг был продан за 52 миллиарда рублей. А всю компанию оценили почти в 500 миллиона. Сейчас Росимуществу принадлежит 33% акций «Алросы». Еще четверть собственности Якутии, 34% ценных бумаг в свободном обращении. Вы ожидаете, что в дальнейшем наше государство будет сокращать свою долю в вашей компании? Ну, это решение полностью зависит от намерения акционеров, но мне кажется, что в настоящий момент акционерная структура, она сбалансирована. Я не думаю, что государство собирается дальше снижать свой пакет акций. То есть вы не ожидаете? Нет, я не ожидаю. А на какую перспективу? Ну, сложно сказать, почему. Потому что, как я уже сказал, это решение, которое полностью зависит от желания акционера. Но мне думаю, что государство заинтересовано в том, чтобы сохранять сбалансированную структуру владения. А у вас сейчас есть иностранные акционеры? Да, конечно. У нас 34% акций находятся во владении, в том числе иностранных. Да, какие это страны? Это и Соединенные Штаты Америки, Великобритания. В этом году как раз при продаже 11%, 10,9%, часть этого пакета была приобретена инвесторами с Ближнего Востока, это Катар и Арабские Эмираты. Поэтому такая разнообразная, скажем, широко диверсифицированная структура частных акционеров. Часть из пакета, который продавался в этом году, в том числе была приобретена российскими пенсионными фондами. Когда смотришь на размеры этой воронки, то понимаешь, что путь алмаза до покупателя сложный и долгий. А каким вам видится будущее алмазов России? Российские алмазы и бриллианты, изготовленные из этих алмазов, всегда славились своим качеством. Они являются предметом вожделения женщин по всему миру. Так было, так есть и так будет.